Усім прывітанне ў чарговы раз. З вами працягвае быць Зміцер Лукашук і ізноў жа такі працягвае абмяркоўваць разам з вами і экспертамі падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Зараз абмяркуем стан эканамічны і фінансавы, найперш у нашых кішэнях і ў кішэні дзяржаўнай. З намі зараз на сувязі старшы аналітык Альпары Еўразія Вадим Иосуп. Добрый день, спадар Вадим. Здравствуйте. Спадар Вадим, давайте пачнем. Ну, паколькі ўсё ж таки, колькі тут пару дзён засталося до Нового года, подвядзем, можа быть, вынікі гэтага года і паговорым пра актуальныя падзеі. Скажите, шмат было на пачатку года размоваў пра тое, што невядома, што будзе з эканомікай, зараз вот санкцыі, цяжкі стан, недавер інвестараў, гэтак далей. Ну, маўляў, калі не вось, то будуць нейкія такія лясканні эканомікі. Так вось, што ж ўсё ж таки адбывалася, як вы ацэньваеце, як пражыла беларуская эканоміка, беларускі фінансавы рынок гэты год і з чым падышлі да года новага? Ну, парадокс в том, что уходящий год был исключительно удачным для белорусской экономики. А что касается белорусской валюты, это вообще был самый удачный год за всю историю страны. Ну, действительно... Это что можно прыйсці да высновы? Пратэсты пайшлі на карысць беларускай валюте? Давайте сейчас попробуем разобраться, почему это было неожиданно удачным. Скажем так, наверное, ни один прогноз экспертов, ни один прогноз международных финансовых организаций, который давался, скажем, год назад, в конце прошлого года, такой удачи не ожидал. Ну, в основе этой удачи лежит явление, которое уже достаточно давно называется внешнеэкономическим или внешнеторговым чудом. Действительно, стране исключительно повезло в уходящем году с экспортом. Настолько сильно, насколько никто не ожидал, в том числе сами власти страны. Значит, коротко, да, что у нас произошло с экспортом. Ну, во-первых, и вот эту часть можно было более-менее ожидать, это эффект низкой базы прошлого, 2020 года. Если вспомнить начало 2020 года с экономической точки зрения, что мы имели? Мы имели нефтяную войну с Россией. Почти весь первый квартал 2020 года Россия не поставляла в Беларусь нефть. Это значительно снизило экспорт белорусских нефтепродуктов. Очень важный для белорусской экономики показатель. В первом полугодии 2020 года не было контрактов на экспорт калийных удобрений с Китаем, с Бразилией. Они появились где-то в начале лета. То есть в текущем году никакой нефтяной войны не было, с экспортом калийных удобрений было все нормально. На этом фоне достаточно просто было расти в первом полугодии к прошлому году. Что еще произошло? Достаточно резкий отскок мировой экономики. Мировая экономика стала выходить из режима локдаунов. Резко вырос спрос в мире, ну, практически на все. Предложение за этим не поспевало, и в мире очень сильно выросли цены. И так повезло Беларуси, что цены выросли на многие позиции именно белорусского экспорта. Это коснулось и нефтепродуктов, и продовольствия, продуктов питания, которые в основном экспортируются в Россию. Очень сильно выросла в цене древесина.
И поэтому рост спроса, рост объемов, еще и помноженный на рост экспортных цен, дал вот такой, ну, скажем так, неожиданный выхлоп. Если говорить об экспорте, на сегодняшний день известны итоги по 10 месяцам. Если мы говорим об экспорте товаров и услуг, положительное сальдо составило 3,2 миллиарда долларов. Это вот настолько больше экспортировали, чем импортировали. Еще раз хочу подчеркнуть, это не просто экспорт товаров, это экспорт товаров и услуг. Просто экспорт товаров, он в небольшом минусе, там менее полмиллиарда. Основной плюс дал экспорт услуг. Это в первую очередь транспортные услуги, это услуги сектора IT и связи. И, собственно говоря, в целом экспорт лучше, чем за очень много лет до этого. Мне тяжело сказать, это прямо вот исторический рекорд или нет, но за много лет это рекорд точно. И, собственно говоря, вот это главное, что помогло экономике. На что тут стоит обратить внимание? Основной плюс, если судить по темпам ВВП, все-таки был в первом-втором квартале. В третьем квартале произошло такое заметное замедление. Статистики за четвертый квартал еще нет, но, вероятно, в четвертом квартале это замедление продолжится. То есть это абсолютно разовая история текущего года. Более того, можно сказать, что это разовая история первого полугодия текущего года. И рассчитывать на то, что это внешнеэкономическое чудо продолжится, не приходится. Зараз я задам наше любимое со спадаром Вадимом пытанне. Маё дакладна любимое можа быць спадара Вадима ў двукосе. Тым не менш пытанне будзе пра валюту і абменнікі, і пачуюць адказ на гэта пытанне толькі тыя, хто падпісаны на наш YouTube канал. Так што калі хочаце пачуць гэты адказ, тэрмінова і неадкладна подписывайтеся. Такім чынам, спадар Вадим, вы сказалі пра небывалы, наверное, першы такі лепшы стан беларускай валюты за ўсю гісторыю фактычна беларускай незалежнасці. Сыходзячы з гэтага, любимая беларуская гульня, беги у абменнікі з абменніка. Калі па выніках гэтага года мы спазніліся, зарана стартанулі ці у чаканні, увогуле, што параіце? Давайте, может быть, вначале пару слов о том, что уже у нас произошло с валютой. Вот на сегодняшний день, пару дней до Нового года, все три основные иностранные валюты, они находятся в минусе, они дешевле, чем в начале года. С начала года доллар снизился на 2,3%, евро подешевел на 10%, российский рубль подешевел на 1,8%. Валютная корзина снижается к началу года на 3,6%. И вот с точки зрения стоимости этой валютной корзины, это действительно лучший год за всю историю белорусского рубля. У нас был один год, когда доллар минусовал с начала года сильнее, чем сейчас, но при этом был достаточно сильный рост российского рубля. То есть там был рост одной валюты, падение другой. Сейчас все три валюты дешевеют. И, собственно говоря, такое беспрецедентное укрепление белорусского рубля. С чем это связано? Связано это вот с тем самым внешнеторговым чудом, о котором мы только что с вами говорили.
да, рост экспорта товаров и услуг означает в первую очередь рост экспортной выручки, рост валютной выручки. У предприятий стало больше валюты, предприятия активно эту валюту продавали на бирже, на внебиржевом внутреннем рынке. Предложение валюты значительно превышало спрос на нее, это было достаточно устойчиво большую часть года, поэтому валюта снижалась. Еще важный момент, ну, это то, что касается и экономики вообще, и валютного рынка, это ситуация с санкциями. До лета текущего года предыдущие санкции были вообще персональными, можно сказать, они на экономике не сказывались никак, да, и не должны были сказаться, да, раз они там персональные. Летом был принят 4-й пакет европейских санкций, были приняты достаточно жесткие американские санкции, но там как бы дизайн был таков, что европейские не распространялись на действующие контракты. По американским была дана отсрочка до конца года, то есть и европейский 4-й пакет, ну и новый пакет, и американский летний пакет секторальный, по сути, они начали хоть как-то работать в самом конце года. Поэтому на результатах уходящего года никак не сказались. Значит, следующий год – это год, когда уже санкции работать будут. Это следующий год – это год, когда внешнеторговое чудо себя исчерпает, поэтому ждать продолжения укрепления белорусского рубля не приходится. Белорусский рубль будет снижаться. Насколько сильно он будет снижаться, это вопрос открытый, но все последние действия в экономической сфере, действия властей страны, все-таки говорят о том, что на какие-то откровенно неверные шаги, ну, вот то, что мы, например, видим сейчас, там, как абсолютно глупо и безответственно действуют власти Турции, да, и там лира там падает в разы буквально на глазах. Все-таки вот такие детские ошибки белорусские власти уже вроде бы прошли, уже творить глупости, ну, пока из того, что видно, самые откровенные, не планируется, и поэтому, с одной стороны, можно ожидать снижения белорусского рубля, с другой стороны, это снижение, ну, это не будет падение в разы, это не будет падение на десятки процентов в год. Мне кажется, что снижение белорусского рубля можно оценить на 10% в год, это с точки зрения валютной корзины. Если там очень каких-то сильных, заметных колебаний иностранных валют между собой не будет, грубо это можно оценить, что каждая из 3 основных валют может к концу следующего года вырасти. Для курса доллара, в частности, это будет означать, ну, где-то 2,75-2,80 к концу 2022 года. Так што ж у такім выпадку рабіць тым, хто заглядаецца на курсы і думае, ну, ці марыць, ці увогуле как бы так разлічвае нейкім чынам скарыстацца сітуацыяй, абыходзіць абменнікі бокам? Ну, опять же, смотря выбор между чем и чем. Если ожидать рост доллара, то это означает, что хранить наличные доллары, безусловно, выгоднее, да, чем хранить наличные рубли. И как бы если есть сумма, которую там человек именно хранит, да, которую ему не надо будет потратить в белорусских рублях там, через неделю или через месяц, просто банально там, на еду или на оплату коммунальных платежей, наличная валюта будет интереснее, чем
наличный белорусский рубль. Но если кто-то хранит деньги на депозитах, на сегодняшний день процентные ставки по депозитам, ну, если мы говорим какие-то лучшие условия, это неотзывные долгосрочные вклады, ставки достигают 18%. Если исходить из того, что в течение ближайшего года ставка рефинансирования может быть поднята, ну, не сильно, может быть, на 0,5%, на процент, ну, значит, и у ставок в банках есть шанс еще вырасти вот на такую же величину. Так вот, и при этом мы ожидаем рост доллара вот на 10%. Ну, не знаю, как мы, я вот так ожидаю. То вот исходя из такой логики, рублевый депозит по максимально доступной ставке, он будет привлекательнее, чем наличный доллар. Калі я не памыляюся, бачыў інфармацыю пра тое, што апошнім часам беларусы вельмі шмат здавалі валюты і фактычна не набывалі. Ну, калі гэта сапраўды так, то, на ваш погляд, пра што гэта сведчыць? Пра тое, што з'явілася больш даверу да беларускага рубля і ад гэтай вот амерыканскай зелені пазбаўляюцца людзі, што захоўваць эту вот ерунду. Ці гэта сведчыць пра абнішчанне людзей, якія вымушаны, так бы мовіць, даставаць недатыкальны запас? Ну, на самом деле этот процесс достаточно сложный, достаточно многофакторный. Ну, скорее всего, про обнищание людей пока говорить не приходится, ну, с несколькими оговорками, если мы говорим о средних показателях. Вот предыдущие несколько лет средние доходы белорусов, сейчас, внимание, средние реальные располагаемые доходы белорусов. Реальные – это значит с учетом инфляции. Они росли темпами по 7-8% в год. В текущем году рост реальных доходов, средних реальных доходов существенно замедлился, примерно до 2%. То есть это говорит о том, что такой условный, очень средний белорус, даже с учетом инфляции, стал богаче, чем в прошлом году, на 2%. Ну, условно говоря, там, если инфляция выросла на 10,5%, официальная цифра, то его денежные доходы этого среднего белоруса выросли, например, на 12,5%. И он действительно стал чуть-чуть богаче. Отдельный вопрос, что рост средних доходов далеко не каждый чувствует на себе. Отдельный вопрос, насколько можно верить официальной статистике по доходам и по инфляции. Но все-таки мы, наверное, можем говорить о замедлении роста богатства, а не об обнищании. Но даже на фоне этого замедления, наверное, люди все-таки хотят поддерживать свой образ жизни, свой уровень потребления. И на этом фоне часть населения свою валюту сдавала. То есть большинство месяцев во втором полугодии население было чистым продавцом валюты. Вопрос о доверии тоже к национальной валюте, вопрос такой не очень однозначный. Я бы говорил, наверное, не о росте доверия, а о снижении недоверия. Ну, действительно, в 2020 году на фоне тех политических событий, которые происходили, на фоне того, что в отдельные месяцы там курс мог падать на 10-15%, люди там буквально выносили и валюту, и белорусские рубли из банков. Вот
тогда это был как бы максимум недоверия. Ну и было много разговоров о том, что белорусский рубль как бы скоро рухнет, да, страшно хранить деньги в банках, страшно хранить деньги в белорусских рублях. Но уже в текущем году на фоне этого внешнеторгового чуда мы видели из месяца в месяц, как белорусский рубль не только не рухнул, но более-менее укрепляется. Соответственно, логично, что вот на таком фоне вот это недоверие, оно снижалось. То есть самые недоверчивые, те, кто считает, что хранить в белорусских банках деньги нельзя, то, что хранить в белорусских рублях, даже в наличных, вне банков, тоже деньги нельзя. Они как бы свои выводы сделали еще в прошлом году. И, ну, а те, кто остались, те, кто готов доверять белорусским банкам или готов доверять белорусским банкам при достаточно высоких ставках по депозитам в белорусских рублях, то есть когда вот в этой борьбе между страхом и жадностью начинает побеждать жадность, да, ну, это не этические оценки, да, это такие экономические термины. Так вот, ну, как бы те остались, и у них поводов для дополнительного страха, для дополнительной паники в текущем году не было. Асабіста у вас, кажучы эканамічнымі тэрмінамі, што перамагло, вот страх ці жаднасць? Ну, я с некоторых пор воздерживаюсь от комментариев своих личных действий на финансовом рынке, потому что, ну, действия могут быть доверие одной валюте, доверие другой валюте. Ну, тут сейчас высказанное вслух недоверие к национальной валюте может быть неизвестно к чему приравнено. Поэтому никто никого ни к чему не призывает, каждый решение принимает сам из всего имеющегося объема информации. Да, ну чаму ж вядома, да чаго будзе прыроўнена там выказванне пра недавер, скажем, там да прыкладу нацыянальнай валюце. Ну не будзем гэта агучваць. Спадар Вадзім, яшчэ адна тэза, не адзін раз чулі пра, ну, магчымасць, верагоднасць таго, што, ну, да прыкладу, тыя ж самыя санкцыі ці яшчэ якія-небудзь чыннікі прывядуць да неабходнасці уключэння друкавальнага станка, пачнуць там Нацбанк друкаваць грошы беларускія. Наколькі я разумею, гэтага не здарылася, ці ўсё ж таки здарылася, і ці чакаеце вы гэтага ў наступным годзе? Ну, началось это или нет, вопрос в некоторой степени такой теоретический. Ну, что означало в прошлом нашей истории включение печатного станка? Вот когда мы видим, что из месяца в месяц устойчиво и быстро растут наши рублевые зарплаты, когда мы видим, что любому предприятию, у которого есть какая-то потребность в деньгах, вот эти деньги раздают, вот так выглядит включенный печатный станок. Да? У нас в этом году зарплаты средние немножко росли, но их темпы там не были там сильно впечатляющими. Да, это не по 50% роста в год, как могло быть там накануне наших каких-то предыдущих девальваций. Спор о том, там включили или не включили печатный станок для предприятий, он вертится вокруг вот всяких креативных схем спасения отдельных предприятий через облигации Банка развития, там, через инструменты агентства по управлению активами. Там действительно отдельные вопросы есть, но это далеко не та картина, когда каждое нуждающееся предприятие получает в неограниченном объеме там кредит или дотации и так далее. Все-таки туда какие-то вот креативные схемы есть, но они вот, ну, не тотальные, да, они не напоминают худшие образцы
предыдущего белорусского опыта. Почему, например, там лет 15 назад вот государство могло позволить себе вот налево-направо печатать рубли, поднимать там на десятки процентов зарплаты, раздавать рубли всем нуждающимся предприятиям? По одной простой причине: был низкий валютный долг. Был низкий валютный госдолг, госдолг у государства, была достаточно низкая закредитованность предприятий в валюте. То есть, когда не хватает денег, это можно было перевести как не хватает рублей. Есть потребность в рублях, этих рублей не хватает, давайте напечатаем, закроем эту потребность в рублях. Сейчас глобальная ситуация заключается в том, что не хватает валюты. У государства очень высокая закредитованность, очень высокий госдолг, который преимущественно в валюте. У предприятий очень высокая закредитованность в валюте. Понятно, что напечатать валюту белорусское государство не может, а если государство начнет печатать рубли и раздавать их там населению, белорусским предприятиям, мгновенно вырастет курс. Предприятиям еще сложнее станет обслуживать свои валютные кредиты. Государству еще сложнее станет обслуживать свой валютный госдолг. То есть, получается, тут даже не в том дело, что там как-то государство прямо сильно поумнело, да, и стало проводить там вот такую уже более разумную, более грамотную валютную политику. Причина такая достаточно прозаичная. 15 лет назад, напечатав рубли и раздав их, можно было на время снять часть определенных экономических проблем. Сейчас, напечатав рубль, никакие основные экономические проблемы не решишь, а только их усугубишь. И вот, исходя из такой достаточно простой вещи, все-таки государство не прибегает к печатному станку, по крайней мере, в тех объемах, как это могло быть 10-15 лет назад. Наш глядач под нікам Алекс піша: мяне напружвае той факт, что сайт Прокопович зноўку запрацаваў. Это той сайт, мы памятаем 2011 год, дзе можна было падчас валютнага крызісу выгодна прадаць валюту. Яшчэ і прыкалываюцца: ніколі такога не было, і вось ізноў прям натхняе занесці грошы ў банк на дэпазіт, піша наш глядач. Яго наткняе у двукосі занесці ў банк на дэпазіт. Я не ведаю, учора, да прыкладу, YouTube канал Чалага перахапілі нейкія там хтосьці і рэкламавалі там нейкую крыптавалюту ці што там такое. Мяне гэта не натхніла пабегчы крыптавалюту купляць. Так можа і тут такая сітуацыя, ці ўсё ж таки мае рацыю наш глядач? Про сайт Прокопович, честно говоря, вот только что он заработал, я узнал только что вот со слов слушателя, что называется, не могу не подтвердить, не опровергнуть. Тут дело не в том, работает этот сайт или не работает. Надо вспомнить, что возник этот сайт в 2011 году, когда был жестко фиксированный курс, а рыночный курс оторвался от него в 2 раза. В обменниках работали только по официальному курсу, то есть, грубо говоря, в обменниках, с одной стороны, нельзя было валюту купить вообще, а с другой стороны, ее теоретически там можно было продать, но по курсу в 2 раза ниже рыночного. Никто не мог там купить, и никто не хотел там продать. И в результате возник черный рынок валюты, да, и сайт Прокопович, в общем-то, как символ этого черного рынка. Пока, честно говоря, я не сталкивался ни с какими проблемами сдать валюту
в обменниках по адекватному рыночному курсу, ни с какими проблемами купить валюту в обменниках по адекватному рыночному курсу. Пока курсы в обменниках соответствуют рынку, то никакой потребности в черном рынке нет, и, соответственно, нет никакой потребности с сайтом под названием Прокопович или с какой-нибудь там другой громкой фамилией. Спадар Вадим, ну і яшчэ один момант. Цягам гэтага года мы працягвалі назіраць, як з Беларусі сыходзяць розныя, ну я не ведаю, кампаніі, айцішнікі тыя ж самыя, іншыя кампаніі, якія плацілі падаткі, якія прыносілі грошы ў бюджэт. Гэта плюс звальненні, ну не скажу там масавыя ўжо прама такі, але ўсё ж таки шмат людзей звальняюць з прадпрыемстваў, з палітычных нагодаў, прадпрыемстваў, з паліклінік, са школ і гэтак далей. Інвестары, наколькі я разумею, не стаяць у чарзе, каб прынесці свае грошы ў Беларусь. Усё гэта як адбілася у гэтым годзе на Беларусі, на беларускай эканоміцы, ввогуле на, так бы мовіць, атмасферы фінансавай і чаго чакаць у наступным годзе ў гэтай сувязі? То, что у нас происходит с инвестициями и то, что у нас происходит с отъездом людей, специалистов, это то, что можно назвать с уменьшением и ухудшением человеческого капитала, это вещи исключительно важные для экономики, но это вещи, которые показывают свой результат на достаточно длительной перспективе. То есть это то, что на экономике сказывается не мгновенно. Да? Ну, если мы говорим об иностранных инвестициях, тут как бы надо вообще понимать термин инвестиции, то есть очень часто под словом иностранные инвестиции понимают, ну, пришли иностранные инвесторы, принесли мешок денег, да, а вот если не пришли и не принесли этот мешок, то денег не будет, да, станем беднее или, может быть, наоборот, не обеднее. На самом деле иностранные инвестиции – это далеко не только деньги. Иностранные инвестиции – это иностранные технологии, это иностранные принципы там, маркетинга, менеджмента, управления и так далее. И на самом деле у любой страны, которая считается развивающейся, которая отстала от наиболее развитых мировых стран, единственный способ сократить это отставание – это именно иностранные инвестиции. Причем именно их часть не иностранные деньги, а иностранные технологии, иностранные методы управления и так далее. То есть, ну, сложно себе представить, что там в Беларуси переизобретут какие-то там американские космические технологии, да, или там японские компьютерные технологии. Ничего не надо переизобретать, да, хорошо было бы, если бы пришли инвесторы оттуда и эти технологии нам уже принесли. Ну, а Беларусь, может быть, при этом белорусы изобретут что-то новое, до чего там американцы, японцы еще не додумались. Если приходить инвесторы с уже существующими технологиями не будут, то вот это отставание технологическое, оно будет только нарастать. То же самое касается, если мы говорим об отъезде врачей, отъезде учителей. Есть такой термин «человеческий капитал». Это то, насколько наши люди здоровы, насколько наши люди образованы для того, чтобы работать, просто создавать там валовый продукт, делать какие-то изобретения, делать какие-то открытия.
С отъездом учителей образование населения снижается. С отъездом врачей, лучших врачей, здоровье населения снижается. Опять же, это заметно будет не через месяц, не через полгода, и, может быть, даже не через 2 года, но на горизонте 5-10 лет это невосполнимые потери. То есть в результате потенциал нашего ВВП, тут может быть и ситуация даже улучшится, и в политической системе что-то улучшится, да, и вроде бы вот развивайся, работай, а население более больное, да, население банально меньше, население менее образованное, и даже в каких-то благоприятных условиях уже расти экономика никогда не сможет так, как она росла бы вот без отъезда этих специалистов. Так, резюмируя, эффект не мгновенный, скорее всего, даже сейчас экономика его не замечает, но для будущего страны эффект исключительно болезненный. І на заканчэнне, па-першае, я нагадаю ўсім нашим гледачам, іх зараз онлайн больш за 1100. Подписывайтеся на наш канал. І, спадар Вадзім, шмат размоваў шло пра пагрозу адключэння беларускай банкаўскай сістэмы ад сістэмы SWIFT. Ці чакаеце вы гэта ў наступным годзе і чым гэта пагражае? Скажем так, отключение почти всей банковской системы, как это произошло в Иране, как это произошло в Северной Корее, я думаю, ждать не стоит вообще. Да? В конце концов, я не думаю, что там условный Запад будет в чем-то обвинять белорусские частные банки или белорусские банки с иностранным капиталом. Наиболее сложная ситуация, она может быть у белорусских госбанков. Прямо скажем, они по своему объему – это большая часть белорусской банковской системы. Это если говорить о Беларусьбанке, Белагропромбанке, Белинвестбанке. Теоретически по отношению к ним санкции могут быть максимально жесткими, но мне кажется, что даже для того, чтобы к отдельным госбанкам применили такие максимально жесткие экономические санкции, а именно этим является отключение от SWIFT, это нужны со стороны белорусских властей какие-то новые, мягко говоря, неординарные действия. То есть за то, что уже случилось, за то, что уже произошло, я думаю, вдогонку SWIFT никто отключать не будет, даже у госбанков. А будет или не будет каких-то неординарных действий, какой-то стрельбы себе в ногу, прогнозировать я не возьмусь. Дзякуй вялікі. Вось такая ацэнка сітуацыі эканамічнай і фінансавай ад фінансавага аналітыка Вадзіма Іосуба. Дзякуй вялікі. Вадзім Іосуб, Зміцер Лукашук дзякуюць вам, развітваюцца з вами на сёння і нагадваю яшчэ раз, подписывайтеся на наш YouTube канал. Слухайте і глядзіце нас.